Здравствуйте, друзья! В студии «Радио Спутник». И вот о чем я предлагаю поговорить сегодня. Журналистика действительно изменилась, но конкуренция, она была всегда. Сейчас, конечно, каждый человек, который имеет смартфон, он конкурент в каком-то смысле журналисту, но все равно журналист занимает особенное место. Говорить сейчас могут все, но ответственность за то, что они говорят, вот что отличает настоящую журналистику. Поэтому, конечно, эта ответственность всегда с нами. И мне кажется, не навреди – это главный принцип не только у врачей. Вот, мне кажется, и для журналистов это очень важный принцип, которым мы руководствуемся. Очень часто бывает, что у тебя на руках такой ценный материал, ты можешь хайпануть, как сейчас говорят, но надо вот все-таки взвешивать вот эту, всегда чувствовать ответственность, что твой материал может сделать для общества. Скрыть что-то крайне сложно сейчас в нашем обществе, поэтому, конечно, мы тоже сейчас боремся за внимание зрителей, читателей, но нам немножко больше времени требуется, чем тем, кто просто выкладывает свой контент, не думая о том, соответствует ли это правде, какая там может быть подоплека. Поэтому немножко во времени мы, может быть, и проигрываем, но в плане проверки информации, конечно, журналист отвечает за то, что он выкладывает, за то, что он транслирует. Бывают такие истории, когда сам собеседник готов что-то тебе рассказать, но ты думаешь о том, кто за этим человеком, его дети, его родители, его родственники. Вот чувство людей очень важно, не переходить вот эту тонкую грань, говорить правду, доносить какую-то информацию ценную, но при этом не навредить. Вот это важнейший принцип. Если ты хочешь быть в профессии, что-то значить, что-то важное делать и получать от этого тоже хорошую, положительную обратную связь, ты это должен делать с ответственностью. Расти всегда можно, есть куда всегда расти. Вот потолка пока не вижу, поэтому есть над чем работать. И мне кажется, это тоже важное чувство, когда человек хочет расти, хочет делать что-то большее, качественнее, лучше. Вот это желание у меня внутри есть. Мне кажется, в этом измеряется профессиональный возраст. Не постарела еще в журналистике, есть куда расти. Для меня журналистика – это моя жизнь. Я себя сейчас не представляю где-нибудь в другой, допустим, сфере, но случайно абсолютно я в журналистику попала, всю жизнь мечтала быть юристом. Судьба так распорядилась, что я оказалась в журналистике, и, наверное, я сейчас благодарна судьбе. Она лучше знала, что мне больше подходит. Если ты, как ответственный человек, ты в любой профессии сможешь себя реализовать. Я вот даже своим детям всегда говорю, если вы с душой будете делать, будете стараться, прикладывать усилия, обязательно чего-то добьетесь. Где бы ты ни был, ты свою нишу обязательно можешь занять. Вот что самое главное. В этом, наверное, и заключается призвание. Готов ли ты ответственно работать и выжимать из себя вот эти последние, да, возможности, соки, так сказать. Тогда, конечно, судьба тебе тоже будет давать какие-то шансы расти дальше, какие-то новые проекты. Я выбрала проект про села не случайно, потому что, во-первых, село – это наша основа нашей идентичности. Мы можем переехать в город жить, но село внутри нас, оно всегда будет. Люди, которые являются носителями нашего культурного кода, молодые, энергичные, красивые, именно на них хочется ориентироваться, да, потому что взрослое поколение, у них уже нет желания куда-то уезжать, что-то кардинально в своей жизни менять. С возрастом еще больше начинаешь любить село. Мне кажется, я вот по себе сужу, мне кажется, с возрастом все больше к земле тянет тебя. Да, малая родина моя – это село Лохны, конечно, я люблю это место, но с возрастом, даже если бы я там не жила, меня, мне кажется, тянуло бы в село. Хочется уединения, хочется вот именно такого семейного уюта, хочется даже заниматься каким-то сельским хозяйством, пусть и небольшой, но какой-то собственный огородик. Это такая мечта. Делайте что-то интересное, качественное, находите историю людей. Истории людей, они самые интересные. Что бы мы там ни рассказывали, ни показывали, всегда интересно наблюдать за тем, что делают другие. Как бы подглядывать в замочную скважину, это никто не отменял. Поэтому классные истории, они всегда залетают, всегда смотрят. И вот это такой маленький секретик. Рассказывайте про людей. Вот так мы и работаем каждый день. Вот знаете, какие иногда методы? Иногда все выключены, они куда-то уехали. Иногда приходится звонить женам, мужьям, детям. А вот это. Так доставать. Ага. Дорогие друзья, на этом все. Оставайтесь с нами. Для вас работала Нала Мукпа.